Ассаламу алейкум. В России по официальным данным проживает около 700 тысяч казахов, а по неофициальным около 1 миллиона. Казахи входят в 10 крупнейших народов России и официально считаются коренным народом, то есть народом, который испокон веков жил на территории Российской Федерации. Казахи России живут на тех территориях, где испокон веков, как я уже говорил, кочевали и пасли скот их предки. Как и представители других народов, в современное время казахи успешно трудятся в разных сферах жизнедеятельности. Многие смогли достичь успеха в своем деле и прославиться на всю Россию и даже за ее пределами. Сегодня мы покажем вам этих людей. Встречайте рейтинг самых известных казахов из России. Внимание! В данном рейтинге учитываются только те казахи, которые родились в России, или же те, кто получил образование и развивался в карьере на территории России. Таких известных личностей, как Скриптонит, Тимур Бекмамбетов, Айсулдан Сеитов или же Назима, в этом рейтинге не будет, так как в Россию они переехали уже тогда, когда достигли определенный успех в Казахстане и в первую очередь известны как представители Казахстана. Если вы уверены в качестве и уникальности своей продукции, хотите поставлять свой товар на рынки Китая, Индии, Японии и других стран мира, ваш лучший помощник в поставках за рубеж – компания ABST Group. Эта компания не только расскажет вам о всех тонкостях внешней торговли, но и подготовит документы, найдет покупателей и даже доставит вашу продукцию до адресата. Все, что вам нужно, это позвонить по номеру в описании. Остальное сделают за вас ABST Group. Вперед, друзья, пора покорять новые страны. Итак, поехали! 5 место. Открывает наш рейтинг бывший губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске, Туркменской СССР. Отец его казах Молдагазы, а мама наполовину татарка, наполовину башкирка. Родители назвали Амана в честь казахского коммуниста, революционера Амангельды Иманова. Когда Аману Тулееву было 7 лет, его семья переехала в Кемеровскую область. В 20 лет он оканчивает железнодорожный техникум в Тихорецке, а после Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и получает специальность инженер путей сообщения. За 24 года проходит путь от простого дежурного на ЖД станции до начальника Кемеровской железной дороги. В 1991 году, сразу после распада Советского Союза, выдвигает свою кандидатуру на первых выборах президента России, набрав 7% голосов, занимает 4-е место после Ельцина, Рыжкова и Жириновского. В 1997 году, после долгой и упорной борьбы, побеждает на выборах губернатора Кемеровской области с результатом 95% голосов. Более 20 лет работает губернатором. В 2013 входит в десятку самых эффективных губернаторов России. Несмотря на случившийся скандал из-за трагического пожара в Кемерове, после которого Аман Тулеев уволился по собственному желанию, не стоит забывать, сколь много он сделал для Кемеровской области. Помимо успехов в промышленности и развития экономики в регионе, в частности, он неоднократно принимал участие в переговорах с террористами. В 1995 году он вел переговоры с Евгением Жиренковым, захватившим людей на Кемеровском автовокзале и угрожавшим взорвать самодельную бомбу. В 2001 году Тулеев принял участие в обезвреживании Андрея Пангина, взявшего в заложники водителя такси в Кемеровском аэропорту. В 2007 году, после телефонных переговоров Тулеева с прапорщиком милиции Шаталовым, угрожавшим взорвать жилой дом, силовикам удалось обезвредить террориста и взять его живым. В 2009 Аман Тулеев вел переговоры с грабителем, захватившим в заложники 3 женщин-кассиров и 2 охранников в банке. Аман Тулеев неоднократно отмечал, что он мусульманин, а по данным СМИ в 1996 году совершил хадж в Мекку. Учитывая все за и против личности этого человека, все же он очень много сделал как для страны,
так и для своего региона. Поэтому заслуженно приобрел известность в России и заслуженно занял 5-е место в нашем рейтинге. Здоровья и счастья вам, Аман Тулеевич. А мы идем дальше к 4-му месту. 4-е место. 4-е место нашего рейтинга занимает Владимир Абдуалиевич Васильев, человек из той же области деятельности, сферы государственного управления. Разница лишь в том, что он занял столь высокий пост совсем недавно, но уже успел проявить себя как сильный и дальновидный руководитель. На первый взгляд по нему и не скажешь, что он имеет какое-то отношение к казахскому народу, хотя это совсем не так. Родился Владимир Васильев 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области в семье педагогов. Отец Асанбаев Абдуали Асанбаевич, казах по национальности, был педагогом, а мать Надежда Ивановна Васильева работала воспитателем в детском саду. Настоящее имя Владимира Васильева при рождении Алик Абдуалиевич Асанбаев. В 23 года Владимир Абдуалиевич поступает на работу в органы МВД СССР. Сначала оканчивает Всесоюзный юридический заочный институт, а после Академию МВД СССР. Проходит путь от рядового сотрудника МВД до первого заместителя министра внутренних дел. Работает в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью. После занимает разные высокие должности в правительстве и Совете Безопасности. Широкую известность приобрел в октябре 2017 года, когда президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. Впервые с 1948 года первым лицом региона стал человек, не принадлежащий ни к одной из трех самых многочисленных национальных групп Дагестана – аварцев, даргинцев или кумыков. Сейчас Владимир Васильев активно трудится на благо народа Дагестана. На вопрос о своей национальности отвечает просто. Владимир Абдуалиевич, мы давно вас знаем, но я решил сегодня на неожиданный и интимный вопрос. А вы кто по национальности? Я полукровка. У меня мама русская, отец казах. Возрождать в людях веру в светлое будущее, в честность людей, и поэтому заслуженно занимает 4-е место нашего рейтинга. Ну а мы переходим к 3-му месту. На 3-м месте генеральный продюсер самого главного музыкального телеканала России Муз-ТВ, автор книги «История московского Чингисхана», настоящий патриот казахского народа Арман Илюбаевич Давлетьяров. Маленький Арманчик родился 13 августа 1970 года в казахском ауле Тамар-Уткуль Оренбургской области. Как известно, имя Арман переводится с казахского как «мечта». Наверное, именно поэтому после окончания школы, а точнее 8 классов, в свои 14 лет Арман Давлетьяров отправляется покорять Москву. Там он намеревается реализовать свою мечту – стать юристом. Так как у него не оказывается московской прописки, поступить на юриста он не может. Отложив мечту на время, сначала он отучился в ПТУ, а после в Московском инженерно-строительном институте. Из-за первой и неудачной любви 18 лет по собственному желанию уходит в армию на 2 года. После демобилизации ему все же удается осуществить мечту и получить юридическое образование, но работать по специальности он, как известно, не станет. В начале своей карьеры в возрасте 22 лет он 10 дней посещает шоу-концерт «Рождественские встречи», знакомится там с поп-звездами эстрады и заводит связи, которые помогут ему в дальнейшем. В 23 года его назначают директором продюсерской компании «Медиастар Концерт», и он возглавляет концертный отдел, а позже поднимается еще выше и становится генеральным директором Медиастар Концерт. В 31 год набирается опыта и открывает уже собственную продюсерскую компанию «Музыкальное единство». С успехом продюсирует известные музыкальные коллективы и артистов, такие как А-Студио, Динамит, Мурат Насыров и многие другие. В 2008 году приходит в команду телеканала Муз-ТВ и через год занимает должность музыкального директора телеканала и директора одного из самых значимых, масштабных, престижных событий шоу-бизнеса премии Муз-ТВ. С этого момента карьера Армана резко идет вверх, а его имя становится известным на всем постсоветском пространстве, в том числе и в Казахстане. В 2011 году становится генеральным продюсером церемонии закрытия зимних азиатских олимпийских игр в городе Алматы. С 2012 года работает в должности управляющего директора и, наконец, через год становится генеральным директором телеканала Муз-ТВ.
Сейчас Арман Давлетьяров – известная личность в России и большой профессионал своего дела. В настоящее время Арман Давлетьяров – единственный продюсер на российском телевидении, который занимается развитием казахской культуры и артистов. Такая преданность исторической родине заслуживает наивысшей похвалы. Не единожды на территории Казахстана проводились концертные туры звезд с мировым именем, и все благодаря содействию Армана Илюбаевича. Вся жизнь Армана – это интересные истории, и одна из них – история его женитьбы. Дело в том, что в 33 года Арман еще не был женат. Мама Армана торопила, намекала ему, и в конце концов, как и подобает истинной опашке, мама Армана сказала сыну, что мы сами тебе найдем невесту и женим. Арман не воспринял это всерьез, а зря. Не сообщая Арману, мама едет с родственниками в Ташкент к знакомым. Там они находят ему невесту из казахской семьи, зовут Армана и сватают, как подобает казахским традициям, а уже позже молодожены играют свадьбу. Первый год семейной жизни был трудный, но они смогли его пройти, и сейчас у счастливой пары 4 детей. Арман всю свою жизнь прожил в России и большую ее часть в Москве, но он смог сохранить казахский язык. Говорил, қой балам, шаршадым, маған не бар ол, сен жұмыс, жоқ балам, мен ауырам, бармайым. Если вы давно хотите изучить казахский язык, ничего не знаете и не можете понять, с чего начать, для вас есть уникальное средство. Специально для русскоязычных казахов мы создали уникальный справочник «Быстрый казахский», самоучитель для тех, кто не знает ничего. С помощью нашего справочника вы поймете, чем отличаются русский и казахский язык. Также самые главные правила и законы казахского языка, освоив которые вы начнете читать и составлять предложения. Там же вы узнаете, как произносить буквы и слова. Вы наконец начнете понимать своих казахоязычных родственников и сможете поддержать разговор. При создании справочника мы специально сделали его максимально простым и понятным, так как сами имеем опыт изучения казахского языка. В справочнике каждое правило подкреплено примером и таблицей. Кроме этого, в справочник мы включили: первое – универсальные поздравления на казахском с переводом на русский, на свадьбу, на день рождения, на рождение ребенка, на новоселье, на Наурыз и на Новый год. Второе – как на казахском называют родню от снохи до мужа младшей сестры. Третье – нужные и готовые фразы на казахском, то есть разговорник. Четвертое – самые популярные народные песни и колыбельные на казахском с переводом на русский. Пятое – порядок действий, как прочитать молитву умершим родственникам и также как выразить соболезнования родственникам умершего. Шестое – жизненные пословицы казахского народа с переводом на русский. И наконец, там же мы перечислили всех ханов казахского народа. Одна книга стоит 350 рублей. В книге 202 страницы, без лишней воды. Доставляем почтой в любую точку России и мира. Пишите в WhatsApp или звоните по номеру 8 902 046 1405. Айвар Азаматов. Если нет возможности написать в WhatsApp или позвонить, то пишите в личные сообщения ВКонтакте по ссылке в описании. Вперед, друзья, к изучению родного казахского языка. Теперь для этого есть все условия. Соблюдает традиции, глубоко переживает за казахский народ и делает от себя все зависящее для его развития и процветания. Несмотря на то, что его профессия переполнена соблазнами и не самая духовная, Арман сохраняет свою веру в Бога. Он осуществил мечту мамы и вместе с ней совершил хадж в Мекку. Яркий пример человека, который из обычного аула, не имея никаких связей, собственным трудом и усилиями смог достичь больших высот в карьере, прославить и себя, и свой народ в России. А скажите, вас за границей как воспринимают? Как продюсера казахстанского или российского? Российский казах. Вы знаете, вот такая получается история. Но это, наверное, для всех, скажем так, людей, которые живут за пределами своей исторической родины. В России я казах, в Казахстане я российский казах, за пределами России и Казахстана я российский казах. И я никогда не скрываю, что я казах. Более того, я этим горжусь. В своей семье я придерживаюсь казахских традиций. Я своих детей воспитываю именно в казахских традициях. Они маленькие еще, но они точно знают, с какого они рода. Они знают, что мы казахи. Они знают, что казахи свинину не едят. Все праздники у нас бишпармак. Когда я в долгой командировке приезжаю домой, у нас дома готовится бишпармак. Причем бишпармак мы кушаем руками. Поэтому Нагыз Казах Арман Ага занимает 3-е место нашего рейтинга. А мы идем дальше и переходим ко 2-му месту. Итак, 2-е место. Все постсоветское пространство знает этого веселого казахского парня. Человека, который может рассмешить даже самого грустного человека
человека на планете. Встречайте, на втором месте рейтинга новая звезда российского телевидения и юмора Мусагалиев Азамат Тахирович. Азамат Мусагалиев появился на свет 25 октября 1984 года в городе Камызяк Астраханской области. После школы получает образование инженера рыбоохраны, но, как известно, как и Арман, по специальности он не работает. В КВН он начинает играть еще в 10 классе. Изначально Азамат не планирует связывать свою жизнь с КВН. В студенческие годы создают городскую команду, которая ездила с гастролями по городам России и таким образом зарабатывает на жизнь. Думаю, уже не стоит рассказывать о том, как он стал известен, ведь все знают, пожалуй, одну из лучших команд за всю историю КВН, сборную Камызякского края. Сегодня многие люди по 100 раз пересматривают их легендарные номера. В 2015 году, после долгих лет борьбы за чемпионство, они все же становятся первыми высшей лиги. А Азамат уходит работать на телевидении. Сейчас Азамат ведет шоу на ТНТ «Где логика?», играет роли в сериалах и шоу «Однажды в России». Азамат является ярким носителем казахского юмора. На самом деле желание и, как говорится, бешеное имею. Если так получится, что когда-то в Сочи соберется настоящая сборная Казахстана, то я с удовольствием на правах казаха принял бы участие в составе этой команды. С удовольствием. Неоднократно в интервью он отмечал, что шутить он и его команда учились у команды КВН «Казахи». И когда узнали, что собираются такие гранды, как уже гранды, да, Азия Микс, Пятигорск и Казахи, тем более Казахи, это команда легендарная для нашей команды, я от себя лично хочу сказать. Ну, по большому счету, мы учились на играх этой команды. Как и все казахи России, он помнит и любит историческую родину. Все помнят его знаменитую речь на летнем кубке в Астане. Я казах, я хочу, чтобы кубок был у казахов. Вы понимаете, я очень сильно запутался. Когда я приезжаю из России в Казахстан, я здесь для них русский. А там я в России то бурят, то калмык, то якут. Я хоть где-то вообще казах. Как и Арман, Азамат всю жизнь прожил в России, но он смог сохранить казахский язык и на хорошем уровне им владеет. Да. Нифига себе, а ну-ка давай еще раз. А ну-ка давайте, ребята, все вместе. Так что мы здесь как дома. Давайте, хамас узек нджигитере, let's go! Этот неунывающий казах покорил тысячи сердец и показал, что можно без связи и денег, своим трудом, талантом, усилиями достичь высот в карьере. Его знают и смотрят от Калининграда до Бишкека. Его шутки разобраны на цитаты. Поэтому второе место нашего рейтинга достается астраханскому красавчику Азамату. А мы переходим к первому месту. Ну и наконец, первое место. Конечно, в России, помимо ранее перечисленных людей, еще есть известные казахи, но все же никакой успех, никакая слава, никакие достижения и деньги не сравнятся с тем, что сделал победитель нашего рейтинга. Ветеран 2 чеченских войн, полковник МВД России, герой Российской Федерации Серик Газисович Султангабиев. Серик Султангабиев родился 25 ноября 1972 года в селе Введенка Казахской СССР в многодетной семье. Его отец разводил скот, а мама работала дояркой. После окончания школы поступает в Челябинское высшее танковое командное училище. После становится участником 1 и 2 чеченских войн. Уже тогда показал свое мужество и умение воевать. Прошел путь от командира разведывательного взвода до командира части. Несмотря на то, что Серик Султангабиевич около 5 лет воевал в горячих точках, самый страшный случай в его жизни происходит с ним в мирное время. В 2014 году на учебном полигоне во время учений младший сержант Алексей Теленин роняет гранату РГД-5 после того, как уже выдернул чеку. Всего на принятие решения было 4 секунды. Иначе и полковник, и солдат умерли бы на месте. Но полковник Серик Султангабиев, не задумываясь, отталкивает сержанта в сторону и закрывает солдата собою от взрыва гранаты. От мгновенной смерти его спасает бронежилет. После взрыва получает множественные ранения головы, глаз и конечностей. И в тяжелейшем состоянии его доставляют в реанимацию. Переносит более 10 сложнейших операций, находясь на грани жизни и смерти. А солдат, уронивший гранату, остается жив и невредим. В том же 2014 году из рук Владимира Путина получает высшую награду Герой Российской Федерации.
звание Героя Российской Федерации присвоено полковнику Султангабиеву Серику Газисовичу, начальнику подразделения Уральского регионального командования внутренних войск МВД России. Серик Султангабиев – верующий мусульманин. Именно вера, по его словам, помогает на протяжении всей жизни переносить трудности. Он и не мог поступить по-другому. А на вопрос, сделал бы он то же самое еще раз, отвечает: в той ситуации другого выхода не было. Там по-другому, мне кажется, уже нельзя было поступить. Сейчас о подвиге Серика Газисовича знает и помнит вся Россия и Казахстан. Его ставят в пример как образец истинного офицера и настоящего мужчины. За свой подвиг, за мужество он носит звание Герой России и возглавляет рейтинг самых известных казахов из России. Развивайтесь, любите свой народ и, возможно, когда-нибудь вы станете примером для других.